Сейчас мы с Эдвардом направляемся к его знакомому. Как зовут его? Володя его зовут, ну, Владимир. Володя, да? Ага, Володя. Он кто является там? Охотник, да? Ну да, он охотится этим, на капкан ловит и ловушки все разные ставит. Ну вот сейчас поедем, у него узнаем. А Володя, говорят, интересные вещи делает. Посмотрим. Зато и видно, какие видны стоят. Дрова. Дрова. Я сам родом с Чурапчи, охочусь с детства. Есть много охотничьих собак. Хочешь посмотреть? Ты не назвал свое имя. Да, зовут меня Владимир. Вон мое хозяйство, лошади. Как лошади переживают зиму? В этом году не очень. Это мой соболятник. И андатуру хорошо находит. Эту собаку с собой берем. Да, эту. Эта собака при любой погоде находит андатуру. Сука, да? Да, западная лайка. Вот это якутская лайка, она больше на уток работает, вытаскивает их. Ну и на андатру идет тоже хорошо. А здесь у нас щенки. Пока ни на что не идут. Андатры их не интересуют, но вот как еда на первом месте. Сам только на андатру охотишься? Да, на андатру. Также соболи. Осенью на лося ходим. А сейчас между работой в основном на андатру охочусь. На прокорм собакам и шкурки сдаю. Шкурки за сколько сдаешь? Да, шкурки идут по 160 рублей. Мало, конечно. А как далеко отсюда промышляешь? Близко, не так далеко. Сейчас же ты нам покажешь. А, давай поеду, покажу. Твои собаки? Да, мои. Вдвоем хорошо на андатру ходят. В прошлом году с одной корчаги 13 андатр взял. 13 андатр, да? 13 Тогда, получается, каждую неделю проверяешь капканы, да? Неделя было грамм. Обычно через день.
Знает, где на андатру ставил. Даже в глубоком снегу находит. И сколько в среднем попадает на эту корчагу? Обычно 8. Это старая корчага, должен был реставрировать, но никак руки не доходят. Вот эту корчагу велосипедный обруч поставил. Вот пришел специалист по андатрам. Это место еще в прошлый раз подготовил. Несколько дней назад 87 шкурок сдал. Приезжали тут, скупали по 160 рублей. Небольшие деньги, конечно, но все же. Работа тяжелая, конечно. И замерзла еще. Где ставлю корчагу, делаю пошире. Ты раньше ставил? Нет, еще не ставил, вот только приехал. Сейчас поставлю, через день проверять буду. Через это время уже 8 штук залезает, да? В этом озере в целом какое количество андатров может быть? Ну вот, в прошлый раз другого озера взял 87 штук. Это все с одного озера получается. Ну вообще в этом году хороший приплод у них. Андадар бирха. Делях нам бирха. Могут выходить в других местах андатры? Да, конечно, у них выходов много. Там. Вон, видишь, собаки уже что-то копают. Да, возле берегов там есть выходы. Вот так вот, быть охотником тяжкий труд. Был бы нормальным человеком, сейчас бы лежал на диване. Вот это жарик пойми. Да, без охоты никак. Также капканы ставлю на лис. В прошлом году 2 лисы взял. У меня на все есть лицензии. С Министерства экологии взял. Да и мало кто этим занимается. Денег мало, работы много. Поэтому большинство людей этим не занимается. Мерзнуть, сохнуть никто не любит. Также лиса охотится на андатрах. Крадется, выжидает возле лунки. Андатр выходит глотнуть воздуха и тут ловит лиса.
Тогда они, получается, за воздухом приходят. Да, за воздухом и попадаются в корчаги. У меня здесь 3 пары разных рукавиц. Один для пешни, другие вот китайские рукавицы. Сейчас я их и одену и буду обкладывать вокруг корчаги, чтобы андатры не убежали. Так берешь лед и по краям кладешь их. Убегают, никто умирать не хочет. Китайские вещи, там багар ханна багар тухалыш. Она декренер. Виха каттал бухло. Ой, хам анны кибрухина. Если так не делать, то андатры убегут. Тогда за весь сезон сколько андатр получается? В прошлом году примерно около 200. Вот так вот между основной работой. А так на соболе ставишь капканы? Да, да, несколько лет назад 5 штук взял. Здесь соболей особо нет. Потом кладу эти фанеры. Так, закрываем и снегом закапываем. Буду проверять через день. Когда начинается сезон охоты на андатр? До середины апреля. С сентября получается? Да, некоторые с февраля начинают, а так вообще перед Новым годом. Вот одну корчагу поставили. Сколько можно поставить в этом озере? Вон там собака учуяла выход андатр. Давай туда сходим. Так, сколько корчаг ставишь? По 2, да? Бывает по-разному, обычно от выхода сколько. Некоторые из них замерзли. В прошлый раз с них брал уже. Сейчас пойдем в ту сторону, вон там, где собака нашла выход. Выходы только с собакой находишь, да? Да, конечно, только с собакой. Без собаки никак. Еще вон на берегу, вон там тоже собака нашла. Без собак охотиться на андатру невозможно. Тогда без собак никак, да? Сейчас еще снега мало. А в глубоком снегу ты не найдешь. Без собаки никак. Собаки мои погоду делают. Да. Я-то думал, тут все уже замерзло. Сейчас закроем этот выход, чтобы замерз. Когда замерзнет здесь, уже андатр начнет искать другие выходы. Корчагу поставить не получится, значит закроем его. Глубоко здесь.
В одном озере много выходов? Конечно, много. Поэтому без собак никак. Все выходы надо закрыть, тогда только получится у тебя что-то поймать на корчагу. Лиса точно так же охотится на андатру. Мы тоже так же, как лиса, раскопаем сейчас, и оно здесь замерзнет. Закроется выход. Сейчас здесь замерзнет, тогда он туда только уйдет. С этой стороны вроде уже все, собаки ничего не нашли. Пошли смотреть другой выход. Без собаки никак не узнаешь это место. Да, я так посмотрю, это вообще на берегу находится. Далеко от озера. Подожди-ка, по-моему, даже тут андатор есть. Вот посмотри, даже в эти 50-градусные морозы ничего не замерзло. Вот мои собачки заработали на свою еду. Совсем скоро на уток пойдем. Как он на уток? Он на уток атаман. Но так посмотреть, только из-за собаки меня ребята берут на охоту на уток. Да, тут выход не глубокий, тоже замерзнет. Один андатор есть. Собака поймала. Сейчас вот тут только выглядывал. Шкурку не портит? О, да. Вот. Тут тоже. Самец большой, оказывается. Видишь, собака поймала.
Тебе так капкан надо вот ты хата тебе та. Хай, кинь тут тоже. Кине. Да, дух БНЭ поделился с ребятами. Корот волоттарга. Значит, Сайн улынды. о, Тут хата. тут он. Я. Баянай бовоктар бо. Маны бухта. Вот так вот и охотимся. Да, собаки погоду делают. Вот эта собака поймала. Да, рабочие охотничьи собаки не теряют хватку. При любой погоде. Смотри, какие упитанные. Здесь много рыбы есть. В прошлый раз убежали, вот сейчас поймал с помощью собак. Берег кварта хадла там тут. Я. Смотри, там, по-моему, тоже поймал. Тупота. О, уже третий андатор. Mana kahda hoje. Ну, Ben barkene geldi bıraktı. hayırlı. Ha, evet. Bu bayağı ne diyor? Все varlar oldu. Давай пока чай попьем. Bora kaptan. Arkadaş o. Onu çok takmıyorlar ha. Там тоже что-то нашли. Üstü kadar çıktı dedik. Çay hatçı yediriyor. Иногда тоже так сижу, чай пью, Ну, выжидая. bakalım. Налил специально чуть-чуть прохладный чай. А то этот термос не дает остыть ему, поэтому слишком горячий чай пить неудобно. Иногда приходится добавлять снег. Zavar kulakçı. Hölün hava kuputu. Horiyan ki hayan hiyek. Ha? Tonga kupu buttu. Evet. Çaycı yok. Kofi bu da. Это не кофе, это чай. Kofi gibi hülagan kayas. Слишком много кофе пить тоже вредно. Kofi bu. Вот дух БНЭ с ребятами поделился хорошо. Вон что-то поймало, кажется. Подожди, не торопись. Bari. Ha, burada. Bir tane de tarafı. Хамси. Все было. Bir baktırıyor da. Bunu böyle karga deldi bu. Вот так вот в снегу моешь, чтобы шкурка высохла. Tak kolaçı da. А вши у них бывают? Да, есть, но для человека они безопасны. Поэтому вот так вот в снегу моешь, и шкурка чистится, высыхает, и вши выпадают.
Соболи точно так же моешь в снегу. Хармын хаян. Таккар келе барати тухта калды. Төрт андатыр. 4 андатра уже есть. Төрт андатыр бар болды. Неге бұны bude тухта таңастығы неге. Раньше делали из них шапку. Манка берге хәҗем бар торык. Кас манка кас барары. Төрт барар. Бу төрт ровна барар бу. Как посмотреть маленькие шкурки? Да, небольшие. Иногда бывают особи, достигают размеров кошки. Еще один есть. 5 андатр получается. Вот так вот из лунки в лунки получается. На выходах и ловишь андатру, пока лунка не замерзнет. С другой лунки собаки ловят, с другой стороны человек. Дух Байная сегодня рад. Хорошо работают собаки. Одна тут, другая там. Успевай ловить. По-моему, свое уже взяли. Рюкзак уже заполнился. Кәлбет же битне барат та. Это получается от дома какое озеро? Второе же озеро, да? А после этого сколько озер еще есть? Тут есть, там есть. В принципе, озер очень много. Просто времени нет. Сколько сейчас градусов на улице? Вроде сегодня потеплело, где-то, наверное, 47. Собаки уже заработали на завтрашнюю еду. Сколько в день андатров готовишь? 4 собакам по одной андатре. Еще добавляю свиной комбикорм. Вот так вот в Шиоксинском улусе охотятся на андатров. Но это собакам, сами не едят. Там пробуют, но не едят особо. Вот из лунки в лунку бегают. Но это сегодня еще повезло, говорит, охотить. Сегодня 47, говорят, потеплело. Конский волос. Тут женщины есть, которые занимаются, вот я же говорил, конским волосом занимаются. И они у них такую штуку плетут под вес. Он прочный же, да? Да, прочный. Ну и украшает вообще здорово. Ну, сразу отличается, если там подвес обычный, кожаный. И с этим от этого из конского волоса там выгодно отличается очень сильно. Сразу в глаза бросается. Так, делаем так. Так. Должно быть.
Вообще по времени от начала до конца, учитывая то, что хвост высыхает, можно за 5 дней сделать. Традиционный нож универсальный из нержавейки. Сталь называется 40Х13. Вот. А почему этот не подходит тот нож? Ну, в общем, вот. Из углеродки ножи конкретно вот для чистой готовки не подходят, потому что, например, режешь лук или там грибы или какие-нибудь продукты, там у них этот вкус металла остается и черные эти разводы остаются. А из нержавейки можно что угодно готовить. Ну вот углеродки хороши тем, что они, как сказать, гораздо острее, но рез такой агрессивный, более агрессивный. Точатся легче. И, как сказать, ну, углеродка есть углеродка, да? А нержавейки, они просто очень, очень твердая сталь, и точить будет как-то сложновато. Ну вот просто, если на кухне, то, конечно же, углеродка не подходит. Нержавейка нужна. Ну вот 40Х13 считается не такая твердая сталь. Есть еще тверже стали, там 90Х18 и все такое. Вот. Все? Ну, очень красивый нож. Спасибо тебе. Эдвард. Тебе спасибо, что в гости приезжал, Дикер. Давай. Ребят, спасибо вам за внимание, за уделенное вами время на этот видеоролик. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы на все комментарии будем отвечать. И до скорой встречи.